Доброго дня, шановні пані та панове. Я не дуже добре розмовляю українською мовою, а на російській говорити не хочу, тому продовжу на англійській. Dear conference participants, dear friends, first of all, I would like to thank the organizers of this very important event. Thank you very much. Уважаемые участники конференции, дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить и почтить память жертв одной из самых трагических страниц в истории нашего народа – депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию 82 года назад, а также отметить 32-летие со дня начала русско-чеченской войны и 12 лет с начала русско-украинской войны. Мы собрались здесь не только, чтобы помнить о страданиях и бедствиях, но и чтобы извлечь уроки из прошлого для понимания настоящего и строительства будущего. История нашего народа – это рассказ о несгибаемом духе, который выстоял перед лицом колониальной политики Российской империи, народе, который всегда стремился к самоопределению и справедливости. Оглядываясь назад, мы видим, что методы империи не меняются. Они основаны на подавлении, насилии и стремлении к доминированию. Но наш ответ на это также остается неизменным. Это борьба за право жить свободно на своей земле. Сегодняшний конфликт в Украине является продолжением этой давней борьбы, где Россия вновь показывает свою имперскую сущность, пытаясь утвердить свою волю над суверенным государством. По мере того, как мы смотрим на мир вокруг нас, мы видим признаки того, что старые модели колониальной и имперской политики превращаются в глобальное противостояние, которое во многих аспектах напоминает Третью мировую войну. Обращаясь к историческим аналогиям, мы видим, что война в Украине имеет структурные сходства со Второй мировой войной, так же, как и тогда, когда разные народы были втянуты в борьбу с глобальным агрессором, опирающимся на идеологию доминирования и территориального расширения. И сегодня мы видим, как Россия пытается насадить свою волю на суверенные государства, используя военную мощь и политическое давление. Россия, наследуя имперские традиции, продолжает колониальную политику в отношении своих соседей, игнорируя их право на самоопределение и нарушая основополагающие принципы международного права. Это вмешательство не знает границ и охватывает широкую геополитическую арену от Чечни до Украины, что делает ситуацию аналогичной масштабным мировым конфликтам прошлого. Война в Украине может называться Третьей мировой войной в том смысле, что она не только включает множество государств, но и стала испытанием для всей системы международных отношений, задействовав все уровни от локальных до глобальных. Она стала ареной, где сталкиваются не просто две армии, а целые мировоззрения, идеологии и будущее международного порядка. Наши ответы на этот вызов определят мир, в котором мы будем жить завтра. В этот момент, когда мы стоим перед лицом масштабных вызовов, Чеченская республика Ичкерия предстает перед миром в роли, напоминающей позицию генерала Шарля де Голля и французского сопротивления во время Второй мировой войны. Так же, как де Голль действовал из Лондона, не имея контроля над оккупированной Францией, так и Чеченская республика Ичкерия выступает на международной арене из Киева. Французское сопротивление во главе с де Голлем стало частью международной антивоенной коалиции, сражаясь не за власть или территорию, а за право народа на самоопределение, за демократию и свободу. В наши дни правительство Чеченской республики Ичкерия и ее армия также стоят в рядах международной коалиции
защищая не только право чеченского народа на свободу и независимость, но и поддерживая глобальную борьбу против агрессии и угнетения. Исторические параллели между нашей борьбой и борьбой французского народа за освобождение от нацистской оккупации весьма показательны. Оба народа, столкнувшись с чудовищной силой и невзгодами, продемонстрировали невероятное мужество и решимость в борьбе за свою свободу и достоинство. Determination in the fight for their freedom and dignity. Like the French resistance of the Chechen Republic of Ichkeria is guided. Как и французское сопротивление, Чеченская республика Ичкерия опирается на принципы справедливости, права на самоопределение и стремление к миру, при этом принимая участие в борьбе за установление этих ценностей на глобальном уровне. Эта историческая параллель служит напоминанием о том, что борьба за справедливость и свободу не знает границ и временных рамок. Она вечна, как сама идея свободы, и должна продолжаться до тех пор, пока каждый народ, каждая нация не обретет право жить в мире и гармонии, свободно и независимо. А сейчас я вновь обращаюсь к уважаемым друзьям и членам Верховной Рады Украины. Мы искренне признательны за принятое в 2022 году решение о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерации и осудить совершенный геноцид чеченского народа. Это заявление – мощный жест солидарности, который подчеркивает общую борьбу наших народов за свободу и суверенитет. Теперь в духе этой поддержки во имя нашего совместного стремления к справедливости мы обращаемся к вам с просьбой предпринять второй решительный шаг – признать Государственный комитет деоккупации Чеченской республики Ичкерия органом, борющимся за освобождение своей территории от оккупационного режима. Это признание будет иметь важное значение не только для легитимизации нашей общей борьбы, но и для решения жизненно важных вопросов, таких как статус солдат и офицеров вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, которые с честью воюют в составе вооруженных сил Украины. Они стоят плечом к плечу с украинскими братьями и сестрами, защищая наши общие ценности и право каждого народа жить в мире и безопасности. Признание Государственного комитета деоккупации будет способствовать укреплению наших отношений и облегчит координацию в вопросах обороны, безопасности и международного сотрудничества. Это также послужит сильным сигналом для других государств, подчеркивая необходимость международной поддержки в борьбе с агрессией и оккупацией. Мы убеждены, что с вашей поддержкой и совместными усилиями мы сможем внести вклад в мир и стабильность в нашем регионе и во всем мире. Позвольте мне завершить свою речь мыслью, которая, я уверен, находит отклик в сердце каждого присутствующего. Мы стоим на пороге исторического момента, когда наш общий выбор определит будущее не только наших наций, но и всего мирового сообщества. Только объединившись в тесном сотрудничестве и координации, только собрав волю всех свободолюбивых народов, мы сможем одолеть темные силы имперского зла и вместе шагнуть в светлое будущее. Чеченский народ, который вынужден был вынести тяжелые испытания 25-летней оккупации, внес свой выстраданный вклад в стремление к мирному будущему. Мы продолжаем бороться, мы продолжаем верить, и мы продолжаем работать ради мира, основанного на уважении, доброжелательности и взаимном сотрудничестве. Вместе мы способны преодолеть любые препятствия, потому что сила духа и стремление к свободе – это то, что не может быть покорено никакими цепями или стенами. Давайте будем помнить о прошлом, но не как о якоре, который удерживает нас вместе, а как о фундаменте, на котором мы можем строить. Давайте работать вместе, чтобы каждый человек, каждая семья, каждый народ мог жить в мире, который ценит справедливость, обеспечивает безопасность и поощряет прогресс.
Это наша общая цель, наша общая мечта, и это будет нашим общим достижением. Спасибо вам за вашу неизменную поддержку и за ваше непоколебимое стремление к миру. Слава Всевышнему! Победу Украине! Свободу Кавказу! Thank you very much. Thank you for your attention.